Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Сборная России по борьбе стала победителем в общекомандном зачете. Завершился турнир вольников на чемпионате Европы в Бухаресте. Россияне подвели итоги с 2 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями. В золотомедальном зачете в олимпийских весах Россия тоже первая с 6 медалями из 6 и 2 золотыми. Первым золото в копилку сборной принес в весе до 97 килограммов олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Второе золото завоевал Владислав Валиев, который выступал в категории до 86 килограммов. 22-летний Садулаев, вопреки ожиданиям болельщиков, не смог выиграть все схватки досрочно. Помешала ему микротравма, из-за которой он не смог выступить на Кубке мира в Якутске. Но это все же не помешало спортсмену выиграть уже 4-е золото Европы. Был повод для радости и у якутских болельщиков. В категории до 57 килограммов бронзовую медаль завоевал воспитанник якутской школы вольной борьбы Владимир Егоров. На чемпионате Европы он выступал от команды Македонии. В первый же день он проиграл российскому спортсмену Муслиму Садулаеву, но в следующем этапе одержал победу над испанским вольником. В борьбе за 3-е место якутянин оказался сильнее представителя хозяев ковра румына Андрея Дукова. Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Бухаресте завершится в воскресенье 10 апреля. Выступления на турнире начали женщины. Борцы греко-римского стиля закроют программу турнира. Их соревнования пройдут с 12 по 14 апреля. Якутский боксер Василий Егоров проведет первый поединок на Кубке мира в Германии. На ринг он выйдет с финалистом чемпионата мира среди студентов в Якутске, сообщает «Спорт Якутии». Международный турнир стартовал накануне в Кёльне. В нем принимают участие 127 сильнейших спортсменов из разных стран. В составе сборной России на ринг Кубка мира выйдут 20 бойцов. Василий Егоров выступает в весе до 52 килограммов. Первым соперником боксера станет член сборной Монголии Канцелем Оренболт. С ним Василий уже встречался в финале чемпионата мира среди студентов в Якутске в 2014 году. Тогда он одержал победу судейским решением со счетом 2-1. Также на пути к финалу Егоров может встретиться с многократным чемпионом Германии, участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Хамзат Таубой. Соревнования в Кёльне завершатся в субботу 13 апреля. Испанская «Барселона» в гостях одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 1-0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Мяч на 12-й минуте в свои ворота отправил защитник хозяев Люк Шоу. Автогол оказался уже 8-м в матче Лиги чемпионов на счету «Манчестер Юнайтед». Это больше, чем у любой другой команды. В середине первого тайма в столкновении с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смолингом повреждение получил капитан «Барселоны» Лионель Месси. В результате у аргентинского нападающего пошла кровь из носа, но после оказания помощи со стороны врачей он смог продолжить игру и провел на поле весь матч. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Барселоне. В полуфинале победитель данного противостояния встретится с сильнейшим из пары Ливерпуль и Порту. В другом матче голландский клуб «Аякс» на своем поле сыграл в ничью с итальянским «Ювентусом». Счет 1-1. Счет на последней минуте первого тайма открыл форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сразу после перерыва ответный мяч отправил в ворота хозяев поля нападающий «Аякса» Давид Нерес. В следующий раз клубы встретятся в Турине 16 апреля. В полуфинале сильнейшие встретятся с победителем противостояния английских «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». 8 сильнейших команд Якутии по мини-футболу ведут борьбу за Кубок Ирбиса. Это команды из Якутска, Ленска и Алекминска. В этом году в рамках турнира звание победителей выявят и участники ветеранской возрастной группы. Напомню, действующим обладателем трофея является столичный футбольный клуб «Ирбис», который в этом году празднует 20-летие со дня основания. Завершается сезон мини-футбола. У любителей этого вида спорта еще будет шанс насладиться игрой с сильнейших команд республики. Так, 28 апреля состоятся финальные матчи чемпионата и Кубка города Якутска, который телеканал НВК «Саха» покажет в прямом эфире. Значимость турнира хорошо характеризует то, что на него с удовольствием приезжают команды с других районов. В прошлом году, допустим, Мирный приезжал, Усть-Алдан. В этом году, получается, Алекминск и Ленск приехали, кроме городских команд. Впервые он проводился в 2001 году в памяти трагически погибшего основателя клуба Ростислава Бураева. Это были новости спорта. Всего доброго!